Сәлеметсіздер ме, құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Менде де бәрі керемет. Ал ендеше келесі тақырыпқа көшейік. Переходим к следующей теме. Родственная связь для каждого человека особенная. Все мы кому-то туз, родственник. Сын или дочь, брат или сестра, муж или жена, отец или мать. И поэтому сегодняшняя тема посвящается отбасы, семья. Себебі отан отбасыдан басталады. Интересно, что отбасы, семья, состоит из двух слов. От – огонь, либо очаг. Бас – голова, то есть главный огонь, главный очаг, отбасы. Самые близкие и родные люди для любого человека – это ата, ана, родители. Аке – отец, глава семьи, она – мать. Также ее называют чище, хранительница очага. Как вы заметили, ата называют как дедушку, так и отца, потому что в традиционной казахской семье ребенка мог воспитывать как родной отец, также ата, аже, дедушка и бабушка. Дедушка и бабушка души не чаются их мире, внуки, и также щебере, правнуки. Но если посчастливилось увидеть не мне, праправнуки, то это вовсе счастливые старики. Балалар, дети, воспитываются в атмосфере любви и уважения. Жақсы бала әкесінің басын төрге сүйрейді, жаман бала босағаға сүйрейді. В переводе «хороший ребенок отца возвышает, плохой принижает», гласит казахская пословица. Ол, сын, традиционно считался продолжателем рода. Кыз, дочь, считается гостьей в доме отца, которая, обретя свою семью, уйдет в другой дом. Бауырым, буквально моя печень. Так мы называем самого родного, близкого человека. Казахи считают, что именно этот организм в человеке отвечает за родственные чувства. Именно оно якобы переживает и болит за родственников. В казахской семье нет таких понятий, как племянник, племянница и дядя, тетя. Ага – это и родной, и двоюродный брат, и дядя. Соответственно, апа – это и сестра, и тетя. Карындас – так казах называет младшую сестру, а казашка ее назовет сіңілі. Есть у казахов такая пословица: ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар. Говоря проще, имеющий старшего брата обеспечен, а тот, соответственно, спокоен. После женитьбы сына и замужества дочери в казахской семье появляется келін, невестка, и күйеу зять. Келін и күйеу должны уважать своих ата, свекр, и ене, свекровь. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. И поэтому, достар, үйде болайық. Кішкентай отанымыз, отбасымыз аман болсын. Сау болыңыздар.